Привет всем! Готовы слушать истории? Тогда садитесь поудобнее и приятного вам просмотра. Учитель рассказывал очередную скучную тему по математике. Если бы не моя репутация, я бы уже заснула на парте. Вдруг в кабинет постучался какой-то парень. Высокий, с темными волосами и вроде бы серыми глазами. Трудно сказать. Извините, я новенький, заблудился. Парень явно издевался. Ну да, в нашей школе ведь так легко потеряться. 2 этажа, 3 корпуса. Я не могла не съязвить. Во-первых, я главная школьная стерва. Во-вторых, парень точно врал. У меня плохо с геолокацией. Как такое возможно? Не успел зайти, а уже меня бесишь. Я в этом профи. Я рад, что вы нашли общий язык, но ваш милый разговор придется продолжить позже. А пока, молодой человек, предлагаю вам войти в класс и представиться. Парень зашел в класс, шумом закрыв дверь. Особо про себя рассказывать не люблю, так что, думаю, я познакомлюсь со всеми позже. Хорошо, садитесь на любое свободное место. Парень оглядел класс. В конце кабинета было 2 пустые парты. Но Макс направился к свободному месту рядом со мной. Только бы прошел мимо. И так трудно постоянно изображать стерву, а если он пристанет ко мне, то будет совсем туго. «Ты нахрена ко мне сел?» Я шипела злобно, сверкая глазами. Захотелось. Парень достал учебник и тетрадь и бросил рюкзак на пол. «Будь тише, идиот!» Ой, какие мы правильные. Ошибся. И в чем же? В том, что я правильная. И хотя Макс не ответил, я чувствовала, что с этого дня у меня появились новые проблемы. Прозвенел звонок, парень собрал вещи и быстро ушел. Ну и хорошо. В коридоре я столкнулась со своей подругой. Жаль, что она учится в параллельном классе. Она единственная, кто знает меня настоящую. И очень мне помогает. 1,5 года назад, когда я в 9 классе перешла в новую школу, и у меня начались проблемы, Софа тоже перевелась. Только в мой класс попасть не смогла, но я все равно ей очень благодарна. На самом деле мы с ней похожи, только Софа никем не притворяется. А вот внешне мы очень разные. Ну как дела? Да как обычно. Хватит унывать. Я на выходные с родителями еду к бабушке. Давай со мной. Мои родители только за. Разве твоя бабушка не в Америке? Она прилетает. И вот пригласила меня к себе на выходные. Бабушку Софы я видела раза 2, но вроде понравилось ей. Я вам не сильно помешаю, все-таки другой город, куча народу в одной квартире. Да нет, родители в гостинице остановились. Так совпало, что у папы в том городе выставка. Так что пару дней назад он уехал. А мама, как обычно, вместе с ним. Вот они и решили остаться в гостинице. Тогда решено. И когда едем? Ну, я уже сегодня еду. Так сегодня же четверг. Бабушка хочет, чтобы я ее встретила. А ты можешь приехать к нам позже. Ладно, я приеду в пятницу вечером. Я напишу, чтобы ты меня встретила. Ладно, я пошла. Урок скоро. До встречи. Пока. Если бы не куча одноклассников вокруг, я бы обязательно ее обняла. Но в школе я не хочу казаться доброй. До урока осталось 5 минут. Я направилась в другой корпус. Ровная спина, подбородок вверх и ни намека на улыбку. Все уже спешили на урок, и я лишь ускорила шаг. Не буду же я по школе бегать. В коридорах слышался смех, и только когда я проходила, он стихал. После того, как я отомстила тем, кто надо мной издевался, все стали меня бояться. Когда я только перевелась в эту школу, одноклассники выбрали меня объектом насмешек. У меня и так были проблемы. Я не могла оставить их, но после новогодних праздников во мне что-то изменилось. Я вернулась в школу другим человеком. Идеальный макияж, модная одежда и стервозный характер. Я унизила многих из тех, кто надо мной издевался. И хоть я не собиралась больше это повторять, я не могу снова показаться хорошей. Я просто поддерживаю образ стервы, которая всех ненавидит и любит только себя. Я свернула за угол и увидела свой класс. Сама по себе биология интересная, но у нас такой учитель, что хочешь не хочешь, а будешь ненавидеть этот предмет. Прозвенел звонок, и я поспешила сесть за свою парту. Биология была последним уроком. Рядом сел Макс. Я вспомнила о своей репутации и вступила в игру. «Слушай, такое ничтожество, как ты, не должен сидеть рядом со мной». О, тогда я согласен выпить с тобой чая. «Очень я хочу с тобой делиться», — ответила бы я, но не хотела, чтобы он меня узнал. Ничего не говоря, я налила ему чай. Черный. «Да, мой любимый». И мой. Парень сел рядом. А как тебя зовут? «А тебе зачем?» Интересно. Ты же мое имя знаешь? «Давай я тебе назову имя, а ты от меня отстанешь». Окей.
Реальное имя ему говорить нельзя. Так что... Катя. Окей, а что ты тут делаешь одна? Во-первых, ты обещала отстать. Во-вторых, хочу, вот и сижу одна. Я не отстану. Обещание надо держать. Я отстану, но немного попозже. Козел. Я тихо усмехнулась, и кажется, он это заметил. А почему ты закрываешь лицо шарфом? Лицом не вышло. Мне ты можешь показать лицо. Во вранье я преуспела. И какое ему дело до меня? Могу, но не хочу. Я хмыкнула. У тебя голос какой-то знакомый. Зачем я тебе? Я не интересный собеседник, некрасивая девушка. Иди пообщайся с кем-нибудь получше. Тебе кажется. Я надела наушники и отвернулась в сторону, дав понять, что разговор окончен. Но парень так и остался сидеть рядом, пока я читала книгу. Я редко признаюсь в этом даже самой себе. Но когда рядом кто-то есть, мне спокойней. И в тот момент на душе было очень спокойно. Я закрыла книгу, положила ее на землю, прикрыла глаза и подставила лицо под холодный ветер. Уже прошло полчаса, Макс все еще сидел рядом и иногда подливал себе чай. «Не думала вас тут увидеть. Мам, ты же должна быть на работе». «Да просто мне отгул дали. Вот я и решила Свету пригласить». Тетя Света была художником. Не самым известным, конечно, но ее картины узнавали и покупали. Тут из-за угла выбежала собака и сбила меня с ног. «Пит!» Пит был лабрадором. Не знаю почему, тетя Света всегда брала его с собой, но я этому была только рада. Я очень любила эту собаку. Пит лизнул мое лицо. «Фу, Пит!» Я рассмеялась и пошла в ванную, чтобы умыться. Заодно я переоделась и собрала волосы. «Ты же посидишь с нами? Света тортик купила». «Да, конечно». Вернувшись на кухню, я подошла поздороваться с Димой. Это была традиция. Мы приветствовали друг друга комбинацией хлопков. 5 лет прошло, а вы все так же здороваетесь? Так это же круто. Вы как маленькие. Между прочим, обоим уже по 16 лет. Да ладно тебе. Я села за стол и посмотрела на торт. Шоколадный. Да, ваш Дима любимый торт. Спасибо большое. Тут собака рванула к выходу. Вот как так? Черт, кажись, я дверь не закрыла. Бабах. Собака толкнула дверь и рванула на улицу. Я его поймаю. Я выбежала на улицу. Пит счастливый бежал вперед. Пес привык жить за городом, а у нас он мог попасть под машину. Блин, я хоть и бегаю быстро, его догнать было тяжело. Я задела кого-то плечом и побежала дальше. Еще чуть-чуть и догоню. Я схватила собаку за ошейник, но споткнулась и упала на тротуар. «Пит, ты же знаешь, что тебе нельзя убегать. Плохой мальчик». Собака лизнула меня в нос, и я залилась смехом. На него невозможно злиться. «Хватит, Пит!» Но пес не слушался, и я хохотала от души. Когда собака все же успокоилась, я обернулась. «Ты?» Макс с усмешкой смотрел на меня. Не знал, что такая, как ты, будет гоняться за собакой, а потом так смеяться. «А что ты вообще знаешь о такой, как я?» Я фыркнула и встала с тротуара, крепко держа собаку за ошейник. Дима подбежал к нам и остановился в паре метров от меня. «Дим, помоги, а?» Да, конечно, я поводок взял. Дима подошел и пристегнул поводок к ошейнику. Мы пошли к дому, а Макс все стоял и смотрел на нас. Ты в порядке? Ты как только ее увидел, какая-то странная стала. Грубая. «Заметил?» Я вздохнула. Конечно, я же тебя столько знаю. Дима остановился. Ты перед ним притворяешься? Он из школы? Из школы, но дело не в том, какая я там. Я снова вздохнула и положила голову ему на плечо. Дима был выше меня, и я часто так удобно устраивалась. А в чем дело? Сама не знаю. Неужели он... Дима сказал эти слова так тихо, что я не расслышала. Что ты сказал? Если понадобится помощь, только скажи. Пошли уже. Я убрала голову с его плеча, и мы пошли дальше. Ну как пошли? Я шла, а Дима тащил Пита, который все еще не терял надежды сбежать. Ну как, поймали? Конечно. Вечер прошел за разговорами. Дима рассказывал, как выиграл первое место на соревнованиях по скейтбордингу. Именно из-за него пару лет назад я тоже начала кататься на скейте. Света же после разговоров про скейт стала перечислять все несчастные случаи, связанные с этим спортом. Но мы с Димой слушали ее вполуха. Вообще вечер был классный, но встреча с Максом странно повлияла на меня. Я была рада, что он увидел меня за пределами школы, но вряд ли он сможет меня понять. Да и захочет ли?
Где-то к 7 часам Света и Дима начали собираться домой. Ну, нам уже пора. Я думала, мы подольше посидим. Мне надо подготовиться к завтрашней встрече. Будем согласовывать мою новую выставку. Круто, не забудьте мне сказать, когда она будет. Мы с Софой обязательно придем. Была рада встретиться, но нам пора. Света с Димой пошли в коридор. Ладно, до свидания. Дима обнял мою маму на прощание, а потом и меня. И тихо сказал. Если что, сразу звони мне. Парень отошел от меня, и я просто кивнула. Странное у него было выражение лица, взволнованное. Они ушли, и я вспомнила про поездку. «Мам, ты не против, если я завтра уеду и в воскресенье вернусь?» «А куда поедешь-то?» «Бабушка Софа прилетает и зовет нас в гости». «Ну, хорошо. Я знаю Софию и ее родителей уже лет 9. Только вот ее бабушку никогда не видела. Да я тоже ее только в 3-й раз увижу». «Поезжай. Но звони, чтоб я не волновалась. Ты сразу после школы ехать хочешь?» «Да, только забегу вещи собрать». «Ладно. Спасибо, мам. Я в комнату пойду. Спать хочется». «Так еще 7 часов. Хотя у тебя такие синяки под глазами. Лучше прилечь». «Это точно. Хорошо, что у меня классная тоналка. В последнее время приходится тонну выливать, чтобы скрыть синяки под глазами. В школе становится все труднее. Но я не могу упустить учебу под откос. Ведь и университет не за горами. Скорее бы. Там мне не придется притворяться. Спокойной ночи». «И тебе тоже». Я пошла по коридору в дальнюю комнату. Моя комната была небольшая, но очень уютная. Я часто сидела на широком подоконнике, укутавшись в плед. Читала или просто смотрела на звезды. Я закрыла шторы и, переодевшись в пижаму, запрыгнула в кровать. Интересно, что же все-таки Макс обо мне подумал? Почему-то не хотелось, чтобы он плохо ко мне относился. Зазвенел будильник. Громкая музыка ударила по ушам. Надо поменять мелодию. За дверью послышался голос. «Так чего ты раньше этого не сделала?» Вопрос явно не требовал ответа. Я поднялась с кровати. Вставала я обычно за 1,5 часа до уроков, чтобы спокойно собраться. Надо было успеть выбрать одежду, уложить волосы, накраситься. Это все занимало кучу времени. Я не была страшненькой, без косметики. Мне кажется, я даже очень симпатичная. Но это было нужно для образа. Я давно хотела прекратить эту игру, но стоило мне попытаться, как я нарвалась на проблемы. Начало 10 класса. В тот день я решила одеться не как обычно, круто и модно, а по-простому. О, наша королева спустилась с небес. Может, наконец, в зеркало посмотрела и увидела, кто она на самом деле? Вы уже забыли, что стало с теми, кто так говорил раньше? Девушки замялись. А ты забыла, что в нашей школе таким, как ты, не место? Ты выиграла полгода без издевательств, но теперь дала слабину. Он был определенно прав. День был неудачный, и все вновь стали надо мной издеваться. А после уроков меня ожидал еще один сюрприз. У входа из школы меня встретила группа парней. Один из них предлагал мне встречаться, но я отказалась. Честно сказать, я даже имени его не знала. Но единственное, что его интересовало – моя репутация. Если бы я знал, что ты такая страшная, не предлагал бы встречаться. Отстань! Что, и сейчас попробуешь меня отшить? Их было 4. Не качки, но спортивные. Первой мыслью было убежать, но я боялась спровоцировать их этим. Оставался только звонок другу. Я медленно достала телефон и начала отступать назад. Вряд ли они будут цепляться ко мне в школе. Что, уже сбегаешь? Ну уж нет, я еще не повеселился. Парень начал подходить. Я быстро набрала Кирилла, моего друга. К счастью, его номер был среди последних вызовов. Он сразу ответил. «Я в школе, у меня проблемы». Больше я ничего не успела сказать, потому как парень вырвал из моей руки телефон и швырнул на землю. «Ты идиот?» Что ты с ней церемонишься? Серый уже ждет в машине. Подожди немного. Парень ухмыльнулся. Ну что, ты готова повеселиться? Парень схватил меня за руку и стал тащить за территорию школы. Я, конечно, упиралась, но он был сильнее. Осознав, что Кирилл может не успеть, я ударила парня в ребра и сумела вырваться. Но меня сразу же поймали его друзья. Какая ты спортивная. А так даже веселей. «Да хрен тебе! Ты мне ничего не сделаешь!» Я закипала от злости. Единственное, что мне оставалось, это тянуть время. «Зачем я вообще тебе нужна?» Зря ты меня отвергла. «Может, я просто публично признаюсь тебе в любви, а ты меня отошьешь? Мы будем квиты». «Ага, конечно». Нет,
Так неинтересно. Ну ты и сволочь. Черт, ну где ты, Кирилл? Я снова попыталась высвободиться из рук двух молчаливых парней, но напрасно. И надо тебя проучить, чтоб ты перестала брыкаться. Парень ударил меня по лицу. Он снова замахнулся, но кто-то остановил его руку. Не стоит бить девушек. Да какая она девушка? Она тварь. А я думаю, это ты, подонок. Незнакомец явно не боялся этих 4 парней. Тут я заметила машину, из которой выходили Дима и Кирилл. Похоже, я спасена. Оставьте ее. Да ни за что. Началась драка. Кто-то ударил меня по голове. Я бы упала на асфальт, если бы чьи-то руки не подхватили меня и не положили на траву. Я потеряла сознание. Когда я открыла глаза, надо мной стояли немного помятые Кирилл и Дима. Щеку ссадила. Ай, вот он, сволочь. Да, сестренка. Потом расскажешь, что случилось. Поехали домой. Нет, не хочу, чтобы мама меня такой видела. Давай к Софе. Точно? Да. Все, идемте. Дима подал мне руку и помог встать. Спасибо вам. А где тут незнакомец? Я даже не разглядела, как он выглядит. Не знаю, он помог нам и быстро ушел. Странный какой-то. А кто-нибудь видел его лицо? Я разглядел. Ничего особенного. Парень как парень. Понятно. Остаток того дня я провела у Софии. А маме сказала, что поранилась, когда каталась на скейте. Я вздрогнула. Вспоминать этот день было неприятно. И я так и не узнала, кем был тот парень. Я вошла на кухню, где кушала мама. «Садись завтракать». «Прости, мам, времени нет». «Ох, и в кого ты такая?» «Ладно, удачного тебе дня». «Спасибо, и тебе того же». Я надела куртку и вышла на улицу. По расписанию было 8 уроков, но меня грела мысль, что после них меня ждет отдых. Макса в школе не было. После уроков я побежала домой. Поезд был через час. Я закинула в сумку джинсы, пару толстовок и майку, расческу, зубную щетку и косметичку. Потом сменила школьную одежду на удобные джинсы и кофту, вставила в ухо наушники и накинула капюшон. Образ завершила черная тканевая маска с нарисованной зубастой улыбкой, под которой я иногда пряталась от знакомых. Я схватила скейт и помчалась на вокзал. Я заняла свое место в поезде, знакомых в вагоне не было, и я стянула маску. Минут через 5 кто-то тронул меня за плечо. Привет. Ты тоже едешь в тот новый скейт-парк? Парень жестом указал на мой скейт. Да нет, к подруге. А что за скейт-парк? А ты не слышала? Кстати, я Денис. А я Кира. Так что за новый скейт-парк? Это большой крытый скейт-парк. Мои друзья говорят, что там очень круто. Надо будет сходить, хотя мне больше открытые нравятся. Во, и мне тоже. Мы проболтали всю дорогу, а когда поезд прибыл, стали прощаться. А ты крутая. Рад был с тобой познакомиться. Взаимно. К нам подошла Софа. «И почему я должна гадать, когда ты приедешь? Ты забыла позвонить». Тут она заметила Дениса. «О, у тебя новый знакомый?» «Привет, я София, ее подруга». Привет, я Денис. «Ладно, нам пора. Нас ждет мой папа в машине». Ну, пока. Денис ушел в другую сторону, а я пошла за Софой. «И как ты новых знакомых заводишь?» «Да он сам подошел». «Ты ему понравилась?» «Да нет. Думаю, ему было скучно, вот он решил заговорить. Он мой скейт увидел. Знаешь, тут, оказывается, большой скейт-парк открыли». «И нам срочно нужно туда сходить?» «Точно. Вот поэтому ты моя лучшая подруга. Ты всегда меня понимаешь». «Знаешь, это даже хорошо. Ведь я отыграюсь на тебе». «Что?» «Тут есть один большой художественный магазин, и мне надо...» Я продолжила за нее. «Купить что-то одно, но вместо этого после 2 часов в магазине ты купишь совсем другое?» «Шикарно, ты тоже меня понимаешь?» Мы рассмеялись и дошли до машины. Из окна показался ее отец Антон. Ну вот и вы. Залезайте в машину. Мне надо ехать. Сегодня первый день открытия моей выставки. Наверное, знакомые, о которых я от тебя слышала, были творческими людьми. Это точно, но ведь это ни о чем не говорит. Агата сменила тему, и мы уже просто разговаривали о картинах, книгах, музыке. После чаепития мы отправились в комнату, и я снова вышла на балкон. Похолодало. Ко мне подошла Софа. «Знаешь, я поняла, что имела в виду бабушка. Говорят, что не надо притворяться никем, даже перед собой. И что же? Помнишь, как ты злилась, когда отец тебе сказал, что ты не будешь связывать свое будущее с творчеством? Но теперь я понимаю, что он был прав. А то!
Ты ведь даже в этой чертовой школе остаешься до сих пор только потому, что она считается одной из самых лучших. Раньше ты спорила с отцом, а потом поняла, что напрасно. Я хочу стабильную жизнь в будущем. И кем ты станешь? Каким-нибудь юристом, адвокатом или программистом? Ты так не сможешь. Ты вовсе не поняла, что так правильнее. Ты просто вдруг с этим смирилась. Вот тогда ты и стала притворяться сама перед собой. Ты начала прятать от себя свою любовь к творчеству и стала считать себя человеком, любящим эту стабильность и расчетливость. Ее слова меня шокировали. Может, так оно и все и было? Знаешь, я обещаю, что подумаю над этим. Как бы ни было, я уже убила в себе любовь к творчеству. И вообще, вдруг ты ошибаешься? Софа меня обняла. Подумай и реши. Ну, пожалуйста, не теряй себя. Я промолчала и просто обняла ее в ответ. Мы пошли в комнату. Я легла на диван, который Агата любезно застелила. Этот разговор выбил меня из колеи. Я уже хотела заснуть, как вдруг в голову предательски полезли мысли о Максе. Будет плохо, если он расскажет о том, как я бегала за собакой. Но больнее будет не от того, что рухнет моя репутация, а от того, что это сделает именно он. С этими мыслями я провалилась в беспокойный сон. Уже вовсю светило солнце, когда Софа принялась меня будить. «Вставай, Соня!» После этих слов меня прилетела подушка. «Софа, ты с дуба рухнула?» «Я с дуба рухнула? Уже 12. Я обычно до часу сплю. Если ты хочешь попасть в скейт-парк, то тебе стоит просыпаться». «Слушай, а ты не знаешь, где он находится?» «Да, я посмотрела в интернете. К твоему счастью, он недалеко. Можем пешком дойти». «Супер, тогда я еще посплю». «Если ты к часу не соберешься, то мы не пойдем в скейт-парк». Ладно, встаю». Минут 15 я только вставала с кровати. Это было самым трудным. Мы умылись, оделись и поели. Агата приготовила блинчики и обещала присоединиться к нам после скейт-парка. Потом я схватила скейт, и мы с Софой вышли из квартиры. «Дай я посмотрю, куда нам идти, а то мы потеряемся, если ты нас поведешь». «Ты про тот случай, когда мы один разок повернули не туда?» «Мы должны были дойти до магазина, который был в 15 минутах от моего дома. Но ты решила сесть на автобус. И через час мы волшебным образом оказались на другом конце города». «Ну и что? Нас же потом все равно Кирилл выручил». «Да, он мне потом весь мозг выел. Почему я должен срываться и вытаскивать вас не пойми откуда? И ведь надо было не просто потеряться, а попасть в самый криминальный район. Кстати, что у вас там с Кириллом? Ты же знаешь, что у меня с этим все трудно. Мы пока просто общаемся». Софа придавала отношениям очень большое значение. У нее был только один парень. Они встречались год назад. И Софа его очень любила. Но через месяц отношений он ее бросил и даже не объяснил причину. Софа до сих пор мучается от этого. Понятно. Минут через 10 мы дошли до большого скейт-парка. «Слушай, ты иди, а я пока за мороженым в ларек схожу». Скейт-парк выглядел очень круто. Среди кучи скейтбордистов я чувствовала себя собой. Я быстро встала на скейт и начала кататься, а один парень даже помог мне выучить новый трюк. Потом я заметила Софу и подъехала к ней. «Как я тебе?» «Круто. Ну что, мы идем?» «Да, я уже подустала». Мы направились к выходу, как вдруг кто-то меня задел, и я потеряла равновесие. Я уже приготовилась падать, но меня успели поймать чьи-то руки. Появилось чувство, что такое уже было. «Ой, спасибо». Я повернулась узнать, кто же меня поймал. «Макс?» А что, уже не узнаешь? Парень ухмыльнулся. «Что ты тут делаешь?» Сестра захотела покататься. Вот меня и отправили за ней присматривать. «Ладно, молодая нянечка, я пойду». Как ты меня назвала? Невинным голосом я повторила. «Молодая нянечка». Да как ты посмела? Парень явно пытался сделать вид, что разозлился, но он с трудом сдерживал смех. Потом Макс все же не выдержал и рассмеялся. «Черт, и что мне делать? Надо играть». «Ладно, нам пора. У меня нет времени разговаривать с таким ничтожеством, как ты». Я набросила на себя самый надменный вид, который только умела, и парень как-то сразу изменился. Просто признайся, что ты не такая стерва. Хотела бы, но как жаль. Я именно такая. Я развернулась и, взяв скейт в руки, направилась к выходу. На улице Софа сразу же спросила. «Давай по порядку, он ведь из школы?» Пока мы шли к торговому центру, я пересказала подруге все, что произошло между нами с Максом. «Да уж, это судьба. С чего ты взяла?» «Хоть один человек из школы, кроме него, видел тебя настоящий?» «Нет». «Вот, а он уже 3 раза, и это за пару дней. Хоть в первый раз он тебя и не узнал. Остальные встречи явили тебя во всей красе. Да ну тебя. Слушай, ты так смотрела на него? Он тебе случайно не нравится?» «Нет, не думаю. Я не знаю, что к нему чувствую. Просто меня волнует то, что он может рассказать про меня всей школе».
Не думаю, что он будет болтать. С чего ты взяла? Ты же знаешь, я хорошо чувствую людей. Мы зашли в торговый центр и сразу же увидели Агату. Ну как, хорошо покатались? Ага, тут и правда очень крутой скейт-парк, и люди классные. Ну и хорошо, а теперь за красками. Мы направились к художественному магазину. Рядом была витрина магазина музыкальных инструментов. За большим стеклом стояла барабанная установка. Воспоминания вернули меня в прошлое. У меня была похожая, но отец выкинул ее во время первой ссоры, когда я заявила, что хочу стать музыкантом. Лет до 14 мне разрешали заниматься тем, что нравится. Отец думал, это помогает гармонично развиваться. Но вопреки его ожиданиям, вместо того, чтобы поумнеть и оставить свои творческие увлечения, я решила связать с ними будущее. Тогда я дико злилась на него, но в один день во мне что-то щелкнуло. Мне показалось, что он прав. Тогда я бросила музыку и стихи. София тронула меня за плечо, и я вернулась в реальность. «Кир, все в порядке?» «Да, идем». Мы зашли в художественный магазин, он был огромным. И Софа увлеченно рассказывала мне, для чего нужны те или иные кисточки и карандаши. Я плохо в этом разбиралась, и было интересно ее слушать. После часа хождения по магазину подруга все-таки выбрала то, что ей понравилось. Какой-то набор супер крутых карандашей. Мы зашли в кафе. Аката взяла себе кофе, а мы по мороженому. Софа выбрала клубничное, а я шоколадное. Может, еще по магазину с одеждой пройдемся? А может, не надо? Я уже очень устала. Ну, пожалуйста. Я там такое платье видела. Бабушка, ты ведь не против? Конечно, нет. Можем зайти. София пристально посмотрела на меня. Ну, хорошо. Идем. Ура! Я тебя обожаю. Софа кружилась перед зеркалом. Темно-зеленая, с подолом чуть выше колена и кружевными рукавами, на подруге она смотрелась идеально. «Ну как, мне идет?» «Очень. Знаешь, внучка, готова признать, что у тебя шикарный вкус». По дороге домой Софа светилась от счастья, да и мне, несмотря на усталость, было весело. Мы вернулись в 6 часов вечера. Я зашла в комнату и рухнула на диван. С кухни послышался голос. «Девочки, будете есть?» «Да». Софа зашла в комнату и многозначительно посмотрела на меня. «Пошли есть!» Да, встаю. И так я устаю после каждого похода по магазинам. Я поплелась на кухню, где Агата уже накрывала на стол и разливала чай. «Кстати, у тебя еще остались те стихи?» «Нет, я их сожгла. Папа сказал, что так будет легче избавиться от глупых планов». «И что же с ними случилось?» Потеряла блокнот. «А знаешь, у меня остался один». «Что?» Я сглотнула. Я так долго пыталась не вспоминать про них. «Да, когда мы виделись в прошлый раз, ты забыла блокнот. Я его сохранила. Он у меня с собой. Хочешь, верну?» «Нет, не надо, оставьте себе». Почему я так не хочу его видеть? Мне никогда не казалось, что я бегу от прошлого, но сейчас было именно такое ощущение. Может, я просто боюсь, что все, что я делаю, окажется неправильным. Но этого не может случиться. Так почему же я сомневаюсь? «Эй, ты чего стоишь? Садись уже». Да. Пока я ела, Агата и Софа о чем-то увлеченно разговаривали. Иногда я что-то отвечала, но я не вникала в разговор. Потом мы с Софой пошли спать. Посреди ночи я проснулась. На душе неприятно скребло, а в комнату проникал тусклый свет. В голове мелькали отрывки сна. Какие-то ссоры с отцом, старый стих, записанный в блокнот. Ну за что мне все это? Почему вдруг все стало настолько тяжело? Раньше я была уверена, что правильно поступаю. Я знала, кто я. Человек, которому нравится размеренная жизнь и занятие чем-то практичным. А сейчас будто все перевернулось с ног на голову. Я встала и вышла на балкон. Да, теперь я четко поняла. Я совсем другая. Но я до сих пор считаю правильным иметь хорошую и стабильную работу. Но вдруг я так не смогу. Вдруг только разрушу свою жизнь неверным решением. Тихий ночной воздух трепал волосы. Видимо, этот балкон обладал особой магией. На нем мне было очень спокойно. Стоило выйти сюда, и через 5 минут мысли о проблемах перестали быть навязчивыми. Я вернулась в комнату и легла спать. Когда я закрыла глаза и уже была готова провалиться в сон, я на секунду представила Макса, но не стала придавать этому значения. Деревья неслись за окном поезда. Я возвращалась одна. София не успела бы сходить на выставку, ведь поезд обратно был только 1 с утра. «Ты не обижаешься?» Это было уже 1000-е сообщение от Софы. В этом была вся она, слишком боялась задеть друзей. «Тебе пора бы успокоиться. Конечно, я не обижаюсь». «Ладно, я спокойна». «Тогда иди и хорошо отдохни». Я выключила телефон и полезла за книгой. В сумке оказался старый и потертый блокнот.
Видимо, Агата положила. Или Софа. Достав его, я с грустью провела по корешку, но не стала открывать. Как только я взялась за книгу, время пролетело быстрее. Когда мы прибыли к моей станции, мне оставалось лишь пара страниц до конца. Спрятав листок за шарфом, я пошла домой. От вчерашнего теплого дня не осталось и следа. Вот такая коварная весна. В такую погоду парк обычно пустовал, и я изменила планы. Я села на старые качели и снова достала книгу. Прочитав последние страницы, я просидела там еще минут 15, втайне ожидая, что, возможно, Макс снова появится из ниоткуда. Но никто не пришел, и я, порывшись в рюкзаке, снова закинула туда книгу и встала, чтобы уйти. Качели ударились об железку, но я даже не обернулась. «Что, уже приехала?» Мама радостно встретила меня в коридоре. Я сразу же почувствовала запах вкусного ужина. «Неужели ты к моему приезду приготовила что-то вкусное?» «Я всегда вкусно готовлю». Мама фыркнула. «Так ты идешь?» «Ага». Когда вся семья собралась за столом, отец заговорил. Кира, ты уже решила, на кого будешь учиться? Я подавилась курицей. «Что?» Обычно наши разговоры о моей будущей профессии плохо заканчивались. Ты обещала, что наконец определишься. У меня впереди еще год. И что? Это мало. Давай перенесем этот разговор. Я согласна с Кирой. Вы можете поговорить об этом позже. Хорошо. Может, тогда Кира скажет, к какому числу она решит? Когда решу, тогда и расскажу. Я начала злиться. Кира. Что? Я постаралась успокоиться. Тебе еще никто не указывал. Не надо так злиться. Я вздохнула. И все-таки, Кира, когда? Я не знаю. Соврав все свое самообладание в кулак, я тихо встала из-за стола. Спасибо, я наелась. Но Кира... Мама хотела что-то сказать, но я скрылась за дверью. Ну вот зачем ты опять начал? Она должна понять, что будущее это не шутка. Тихие голоса доносились из-за стены, но я уже врубила музыку в наушниках на максимум. Так под музыку и закончился очередной день. «Привет!» Немного сонная подруга уже ждала меня около дома. Я лишь устало махнула ей. «Я думала, ты сегодня дома останешься. Ты когда вообще вернуться успела?» «Ночью. Отец заявил, что я и так уже пропустила школу. А я что-то не вижу радости». Девушка внимательно рассмотрела мое лицо. «Вчера отец опять начал расспрашивать меня насчет будущей профессии. Сильно подцапались?» «Я бы так не сказала. Но что-то мне подсказывает, что это еще не конец». Остаток пути мы провели в тишине. Соня знала, что мне сейчас ни к чему лишние разговоры. У самой школы она крепко обняла меня. «Не переживай». У меня на душе потеплело. Все-таки она лучшая. Очередной скучный день в школе был прожит. Я подошла к кофейному автомату, чтобы вознаградить себя. Кофе, который многие не любят, казался мне божественным и часто придавал сил двигаться вперед. Когда я наконец его получила, я вернулась за рюкзаком, брошенным в другом коридоре. Дома я тихо разбирала книги, когда наткнулась на свой старый блокнот в рюкзаке. К нему была прикреплена ярко-желтая записка. Больше не теряй такие вещи, стервочка. По скрипту. Передавай привет Кате, и буду ждать тебя, чтобы вернуть плед. Вот гад. Я тихо выругалась. Но быстро собравшись с мыслями, я переоделась и пошла в сторону парка. Ты все-таки пришла. Парень ухмыльнулся и протянул плед. Выхватив его, я направилась в сторону дома. Кира, неужели ты ничего не хочешь рассказать? Я остановилась, но так и не повернулась.